Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на 5 ноября 2020 года. Посмотрим, какой будет день. Это у нас четверг. Выпадает карта восьмерка пиковая. Что будет помогать? Что будет мешать? Итак, восьмерка пиковая – это карта, знаете, когда у нас нет как-то своего пространства, когда в нашу жизнь постоянно вмешиваются другие люди. И вот нам надо как-то адаптироваться к тому, чтобы вот этот день нормально прожить, да, чтобы и свои интересы как-то соблюдать. Потому что здесь вот постоянно будет такое, что нужно решать чужие проблемы, нужно как-то отстаивать свои интересы, да, вот в общем каком-то плане. Вот такое ощущение, что все важнее, чем мы сами. Вот такая будет ситуация. Также карта говорит о том, что вообще сегодня очень важный день для того, чтобы повлиять на большое количество людей. И если у вас есть такие планы, то вы можете это использовать. То есть, когда у нас происходит какое-то собрание, какая-то может быть обширная аудитория перед нами, да, мы выступаем на публику, или может быть ситуация с работой связанная, когда большое количество людей мы охватываем, да, вот здесь мы можем себя проявить и вот может быть даже какое-то улучшение ситуации, да, вот какая-то власть может реально появиться у нас в этой сфере, в этой теме. А также карта говорит о том, что сегодня могут быть какие-то вечеринки, очень часто проходят по восьмерке пиковой, да, вечеринки, когда это не такой вот большой праздник, к которому мы долго готовимся, да, это что-то такое очень быстрое, когда мы, может быть, или не рассчитывали куда-то пойти, отдохнуть, да, и вдруг приглашены. Или, может быть, даже если планировали, то как-то вот небольшое количество там угощений, пищи, да, вот просто больше общения, какое-то желание создать настроение, музыка, красота вокруг и так далее. То есть вот может быть еще так проявляться. А также здесь карта заключения каких-то договоров очень важных. Если сегодня у вас какие-то сделки, да, то это хороший день для этого. Ну и вообще хороший день для встреч, знакомств с новыми людьми. Что будет помогать? Десятка пиковая. Карта говорит о том, что, кстати, я забыла сказать, что по восьмерке пиковой не только хорошие какие-то встречи происходят и приятное времяпровождение, но могут быть и конфликтные ситуации, когда люди начинают вести себя по отношению к нам там, или нагло, да, или пытаются как-то залезть на нашу территорию, враждовать с нами пытаются или еще что-то в этом роде. Поэтому, если такие ситуации будут происходить, то имейте в виду, что это просто энергии дня, да, и, возможно, если не вступить сейчас в конфликт, то это завтра уже пройдет. Десятка пиковая говорит о том, что все, что новое сегодня, то хорошо. Если мы пытаемся образ жизни изменить, если мы включить новых людей пытаемся в свой круг, если мы, может быть, путешествие какое-то планируем, да, или даже едем куда-то уже сегодня, или любые новые предприятия, новые какие-то новое направление в деятельности, да, вот все, что новое, все сегодня хорошо, то есть любые перемены нужно использовать себе на благо. И вот сегодня как бы день такой проверки, насколько мы умеем все как бы себе на пользу оборачивать. Что будет мешать? Туз червовый. Здесь излишняя инициатива, излишнее давление, напор, желание настоять на своем. Вот это все будет мешать. Давайте отношения посмотрим для тех, кто в поиске партнера. Король червовый. Вас могут познакомить либо друзья, либо члены вашей семьи, или вообще, если сами хотите познакомиться, можно обратиться к близким для того, чтобы они вас с кем-то познакомили. Для тех, кто в паре. Но здесь вот у вас какая-то перемена. Ну, давайте еще одну карту достанем дополнительную. Девятка червовая.
Но, скорее всего, здесь перемена, которая связана или с переездом, или кто-то к вам приезжает в гости. Для кого-то это новость о том, что новый человек входит в вашу семью. Может быть, у кого-то беременность, появление ребенка. В общем, какие-то у вас события происходят в паре, которые полностью меняют вашу жизнь, и вам приходится к этому приспосабливаться. Особенно здесь могут быть какие-то перемены, связанные с тем, что в доме, да, появляются новые люди. И это всегда сложно, когда меняется режим, стиль жизни и так далее. Для тех, кто в ссоре, туз пиковый, карта говорит о том, что может быть либо женщина какая-то вмешивается в ваши отношения, да, и здесь нужно понять причину, почему у вас ссора произошла. Скорее всего, это какой-то человек, который вмешался, да. И, скорее всего, этот человек хитрит. Если, допустим, вы, женщина, смотрите расклад, и это может быть ваша подруга, которая незаметно для вас как-то общается с этим человеком, да, то есть вмешивается в ваши отношения, а вы можете об этом даже не догадываться. Если здесь нет третьего человека, то тогда именно женщина в паре создает какую-то ситуацию ссоры, да, и как раз от нее и зависит, помирится эта пара или нет. То есть женщины именно должны здесь принимать решения и осознавать, если, допустим, какая-то ошибка была совершена, да, или вы стараетесь, допустим, свои желания только учитывать, не учитываете желания партнера, тогда если вы это осознаете, есть возможность помириться. Работа. Для тех, кто в поиске работы, восьмерка трефовая. Если у вас высокая должность запланирована, да, то есть если вы ищете работу с руководящей какой-то должностью, тогда, возможно, сегодня и появится эта возможность. Если же вы пытаетесь обычно в коллектив какой-то устроиться, да, то здесь могут быть сложности, трудности, отказы, может быть, задержки какие-то, да, или карта говорит, что еще нужно ждать. А для тех, кто работает уже, туз трефовый. Но карта говорит о том, что у вас может быть сегодня какая-то сделка или какое-то соглашение, которого нужно достичь. Это как важное самое событие в вашей деятельности. Какие-то обязательства вы брали на себя, и сегодня нужно их выполнять. Или, может быть, это будет новый какой-то договор, где вы будете прописывать свои обязательства, да, подписываться под этим договором можете. Может быть предложение о новой должности, о новой работе. Может быть какая-то сумма денег, допустим, как дополнение к зарплате. Если вы что-то решали в последнее время с работы, допустим, обращались к руководству и вам что-то обещали, сегодня можете получить положительный ответ. Для тех, кто своим делом зарабатывает, девятка трефовая. Но здесь карта говорит о том, что повседневные такие дела, обычная, да, занятость и профессиональные все вопросы должностей, вопросы профессии будете решать. И также важно следить за тем, чтобы у вас в вашем окружении не было людей, которые вас обманывают, потому что может быть вполне что-то такое сегодня происходит, а вы не видите. То есть нужно обязательно следить за всем, что происходит в вашей деятельности. Финансы для тех, кто на зарплате. Десятка червовая, карта говорит о том, что у вас могут появиться деньги благодаря каким-то хорошим отношениям, да. Если, допустим, вам не хватает каких-то денег, то друзья, семья, родня могут вам их дать. Если же вы сами зарабатываете, да, то благодаря тому, что у вас хорошие отношения в коллективе, есть хорошие отношения с клиентами, вы здесь зарабатываете именно благодаря хорошим отношениям. Для тех, кто своим делом зарабатывает, десятка бубновая. Здесь это прям денежная карта, когда мы считаем деньги, когда мы какие-то проверки устраиваем, когда
как-то наша профессия дает нам возможность зарабатывать, да, то есть именно хороший профессионализм дает деньги. Но все-таки вот здесь анализ, здесь подсчеты какие-то, проверки, они необходимы для того, чтобы деньги не уходили от вас. Здоровье. Король бубновый, замечательная карта для здоровья. Это, знаете, когда у нас много сил на дела, на общение, когда у нас много идей каких-то для того, чтобы приумножать свои деньги, финансы, да, то есть вот у нас какой-то такой подъем внешний, он дает такую ситуацию со здоровьем благоприятную, то есть мы как будто бы отвлекаемся вообще от себя, от своего здоровья и заняты какими-то внешними важными делами и чувствуем такой подъем энергетический. Итог дня, дама бубновая. В конце дня будем чувствовать, что пришло время принять какое-то решение. Вот сегодня события такие, что они нас вот настраивают на то, что нужно делать какой-то выбор. Скорее всего, сегодня появилось несколько возможностей или, может быть, появилось несколько знакомств, среди которых надо выбирать. В общем, мы как раз вот выбираем сегодня из каких-то нескольких альтернатив возможностей, да, и также эта карта еще говорит о том, что мы в конце дня можем стать посредником в чьих-то делах или вмешиваться в чьи-то личные дела. Вот это может и необходимость, да, для того, чтобы, может быть, помочь кому-то решить вопрос, но опять же, если нас приглашают, если нас позвали, да, вот быть посредником, но самим здесь лучше не вмешиваться, потому что будет тогда большая проблема. Друзья, желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!